Смех и слезы, гордость и тревога. Люди, которые собрались летом 1992 года на Народном сходе, испытывали смешанные чувства. То, чего ждали десятилетиями, то, к чему стремились сквозь годы ссылки и скитаний, случилось. Громкий и напряженный голос объявил, что теперь Ингушетия – республика в составе Российской Федерации. Статья 1. Образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. Вопрос о Чеченской республике решить после урегулирования кризисной ситуации в республике. Этому закону предшествовал не менее важный закон о реабилитации репрессированных. Тот, что признал незаконными все правовые акты, принятые в отношении репрессированных народов, в частности ингушей. В глазах этих людей застыла боль за тех, кто не услышал, что теперь народ един и радость за будущее потомков. Никто даже не думал в ту минуту, что становится частью истории и что кадры этой хроники будут так ценны для нас. Народная легенда гласит, что Абегу – это место, где произошла важная битва. Некий князь решил завоевать живущий в окрестностях народ и пришел с войной. Две стороны противницы решили, что не стоит терять в бою людей, и лучше, если одна битва решит судьбу всех. Честь ингушей защищала воительница Аби, и в поединке нанесла поражение врагу. С тех пор это место носит ее имя. Но это легенда, а история говорит, что курган – памятник архитектуры, где на протяжении сотен лет проводились различные празднества, собрания и сходы. Безусловно, самое главное событие, которое произошло здесь, это народный сход, на котором стало известно, что у Ингушетии начинается новая история. Закон номер 2927-1 решил судьбу маленького народа. Но сколько сил и времени было затрачено для его принятия. Мало кто знает, что за права каждого ингуша боролись лучшие умы и сердца народа. Теперь их имена произносят только те, кто осведомлен, те, кто слышал об их подвигах и стал свидетелем событий. Муса Дарсигов, Бимбулат Богатырев, Ахмед Хаджи Пошев, Ахмед Барахоев. Я могу рассказать о том, как начали работать по восстановлению своей государственности лучшие сыны ингушского народа в лице Базоркина Идриса, Картоева Жабраила, Газдиева Ахмета, Хаутиева Жабраила и многих других, которые сегодня старшее поколение республики, а их знают, о них не только наш народ знает, а их знают многие люди, там, где они проживали, в Средней Азии, в Казахстане и на Кавказе. И вот всю свою сознательную жизнь я пытался следить за этим движением. Еще с раннего возраста, где-то с 13-14 лет, мы уже пытались как-то поближе участвовать, поближе быть к тем участникам, которые работали над восстановлением Ингушской республики. Это цель жизни такова была. И уже активное участие я начал принимать в этом деле с июня 1972 года. В этих принятиях законов подобного рода, там каждый голос был на вес золота. Это было связано с тем, что было же серьезное сопротивление. Конечно. Это вот когда фактически люди с новым характером, с новыми взглядами, с новым подходом столкнулись с тем, кто хотел бы сохранить статус-кво, который хотел бы сохранить то, что было, и, в общем-то, не хотели никаких изменений. Борьба за государственность и за отдельную республику началась сразу после возвращения из ссылки, когда сформировалась ингушская интеллигенция, врачи, учителя, избранники народа и мудрые представители старшего поколения. Первыми шагами стали бесконечные письма в Москву с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении прав репрессированному народу на съезде Верховного Совета. Я могу одно сказать совершенно объективно, что из всех репрессированных народов, а их больше 20 в России только, да, а в Союзе еще больше, так вот из всех репрессированных народов самую активную, самую принципиальную, самую настойчивую позицию занимали представители Ингушетии, в этом нет сомнений. Я помню, мы обращение иногда, в обращении было несколько человек. Не всегда подписывалось одним лицом, Дарсиговым или Фаргиевым. Обычно этот документ, он убирал очень много подписей.
До каких пор мы будем находиться в таком положении? Это вопрос лейтмотивный был. Всего это 89 страниц. Ну, там, конечно, подробно описывалось, как мы в окопах, проливая кровь, были объявлены врагами народа, как мы, значит, на полях колхозных, добиваясь рекордных урожаев, нас считают врагами народа. Там дети наши в школе не могут учиться, в больницах нас не лечат, на работу нас не принимают, в армии нас не брали. В общем, за что? За какие провинности, за какие грехи? Не легче было бы одного человека в лице Сталина убрать в свое время многомиллионной России, чем наказывать многомиллионный народ, начиная от русского и кончая ингушского народа, всех народов наказывать. Вот такие были мотивы, вот такие были мысли. И это ни одно слово дважды не повторялось на этих 89 страницах. Процесс возрождения республики начался еще в 60-х, 70-х годах прошлого столетия. Тогда и произошли январские события в Грозном, когда, будучи в составе Чечено-Ингушетии, ингушская общественность организовала митинг. Это была интеллигенция с большой буквы. И я уверен, что у других народов такой интеллигенции сегодня нету. Даже у нас нету. Последствия этого митинга для многих оказались, мягко говоря, неприятными. Задержаны, арестованы, судимы. Так, один из участников, Сейд Салимахильгов, тоже был наказан за слишком большие амбиции. Очень многих посадили, в том числе и вашего покорного слугу. Несколько человек погибло при обливании холодной водой, 18-градусный мороз. Трансбойным машины пожарные подъехали с нескольких сторон. Окружили нас милицией, потом солдаты, и туда въехали пожарные машины и трансбоями били. Наиболее активные процессы по созданию Ингушской республики пришлись на период перестройки, начиная с 1985 года, когда в Союзе была объявлена гласность и взят курс на перестройку. Тогда проблемы, которые находились в консервации, стали обсуждаемы. В конце 80-х и началось мощное национальное движение по созданию ингушской автономии. Решающую роль в создании республики, такой, какой мы ее видим сейчас, сыграл человек из народа, настоящий труженик и патриот Муса Дарсигов. Так о нем отзываются его коллеги и друзья, да и все, кто был знаком с ним. Ни один другой народ так яростно, так настойчиво не добивался реабилитации, принятия закона о реабилитации всех народов, и, значит, как это делали представители Ингушетии. Причем не только депутаты, просто обычные образованные люди, студенчество, молодежь, аспиранты, ученые, интеллигенция наша, да? Каждый в меру своих сил. Но среди всей этой вот группы людей Дарсигову принадлежит особое место. Он был в Верховном Совете СССР. Он человек по своему характеру, отбросив в сторону все такие дипломатические, этикетные вопросы, шел только к тому, к любому, самому высокопоставленному человеку, где обозначал четко все вопросы. Многие ребята, многие ингуши помогали, многие ингуши находились рядом с Мусой Юсуповичем. Но локомотивом решения этого вопроса был Муса Юсупович. Понимаете? Если кто-то, я там маленький, даже не вагончик, а где-то там на вагончике прицепился, да, а другие ребята более организованные, более там солидные, более финансово, которые могли помочь, там, они что-то, какие-то вопросы решали, да, я считаю их вагончиками, но локомотивом всего этого вопроса был Муса Юсупович. Не только у ингушей, а у всех репрессированных народов. Обычный водитель, а затем и бригадир совхоза становится народным депутатом СССР от Назрановского национально-территориального избирательного округа номер 674 Чечено-Ингушской ССР. Какой огромной работы потребовало принятие этого постановления. Я должен сказать, что
по инициативе Мусы Юсуповича, он был одним из таких главных инициаторов, была создана большая специальная комиссия Верховного Совета СССР по чеченско-ингушской, тогда ведь совместные были чечено-ингушской автономной республики. Это было время необыкновенное, когда действительно впервые народ избирал из нескольких кандидатов, и действительно прошли те, кто смогли избирателей убедить, доказать им, что они этого достойны, что они действительно хотят сделать что-то для людей, а не просто какую-то там свою карьеру продвинуть или какие-то блага себе получить. В союзном, вот этом Верховном Совете Союза СССР, ну я не только думаю, я это знаю, что он и там был очень уважаемым человеком. Так же, как в своей родной Ингушетии, не зря же его избрали депутатом союзным. Это очень непросто было тогда пройти такую, значит, дистанцию и победить на ней. И его уважали даже руководители нашего государства. Он был очень таким человеком, способным с ними взаимодействовать и решать какие-то задачи, а не просто им там показывать свое уважение, там, демонстрировать и как-то, так сказать, быть перед ними каким-то очень им удобным человеком. Нет, он ставил задачи, он их решал. В октябре 1989 года Муса Дарсигов добивается личной встречи с первым лицом государства Михаилом Сергеевичем Горбачевым. И здесь он, со свойственной ему горячностью, начинает излагать проблему ингушского народа с одной, правда, существенной поправкой. Любого, тебе любой ингуша Горбачев примет на 20 минут. Генеральный секретарь. А что вам резите? Сюда Исая, орки мы где-то представил, хажа, кадзы. Азалаха, ваха, туда ашлялар. Баждият, сынос, аязал, ахатын зрас. А вуху яр, аха яр, рату, сухок бахт ярас, есть, ахо ярас, Главное, кечь долго раз. Так это стир. Я суарвак я чур. Суарвак я уйду я не хочу я с вами больше беседовать грубо я радуюсь. Ах, я говори я. Вот это я раз мужской разговор. Ну, Сергеевич, я раз, да. Я не пришел я раз, Аллаху хавир, я пришел за весь народ. Нас обзывают, я раз, бандиты, нам генералу нету, полковник бахти, я раз, генерал бахти, я раз, это класс я хочу. Даже я раз, Совет Союз, масса будет доверили. Цад доверия после, я раз, как бы кто я раз был. Тот сандали, я бехдали, я беhdали, да. Свои указания, сразу сам ханзер, ничего кружку, и стоится, да, с декларацией, что это таган. Горбачев ликясага, саку гвастини талакала. Горбачев цан саквар. Он мудрый тавац знах, он лидер венурас. Ликсагу. Все законодательные акты, все, которые сделал Сталин, Берия, если с Горбачев дал, что не с вами цари, а циканы же надо ходить датсху. Циканы же ходить датсху. Своим отказом сесть Муса Дарсигов только подчеркнул всю остроту и боль этой проблемы. И, по-видимому, этот его поступок оказался более эффективным, чем хитрые и продуманные дипломатические ходы других политических деятелей. Они все были значимые встречи. Незначимых встреч не было. Он дважды, кажется, с Горбачевым встречался, на приеме был у него. С Горбачевым он любое время на прямой дистанции разговаривал. Очень сильно ставил эти вопросы. И сказать, что это менее важно, это более важно. Нельзя, все они были содержательны, все они влияли на положительное решение вопроса. Уже когда
Горбачев был президентом Советского Союза, первым президентом Советского Союза. Муса Юсупович к нему обратился, он его очень любил, очень хорошо к нему относился, ценил. Даже слова Михаила Сергеевича, я сам их не слышал, но передали, депутаты между собой говорили, когда он его вот так обнял и сказал: если вы хотите видеть человека от земли, от сахи, вот он стоит, слушайте его и любите его. Это человек от земли, от сахи. То есть они его уважали, любили, потому что это не такой белоручка был там, это самый, который пришел там за деньги, там папа там какой-то крутой. А он человек действительно трудяга, всю жизнь трудовой деятельностью занимался, понимал все проблемы, все, что стоит вот, у любого человека, скажем так, живущего в нашей стране, для него это не безразлично было. Мы говорим вот о ингушской проблеме. Ему также было однозначно проблема, если там на севере что-то случилось, если в Фергане там что-то случилось. Дарсиев был, насколько я помню, бригадир в одном из совхозов. Но его выступление на трибуне съезда, я скажу, это были гораздо серьезнее, наверное, и продуманные, чем выступления многих секретарей, точнее первых секретарей обкомов партий, республик. Простота выступлений и слов Дарсигова по реакции парламента доходили до самой глубины душ депутатов. Руководители страны СССР и Горбачев в том числе явно испытывали некоторые симпатии к его бесхитростным, но предельно правдивым высказываниям. Не решали, говорит, Берия, Сталин. Ну сегодня-то Берия, Сталина-то нету. Что стоит указ создать? Да и завтра. Нас же выселяли за 2 часа. За 2 часа выселили. Почему указ не создать? Как она была по границе и что от этого получится? Говорит, земля-то одна. Ну народ-то, видите, не так это понимает. Когда маленький народ, вот у нас такая маленькая нация, так обидно, потому что земля она маленькая. На лошади можно за полчаса объехать. Если оттуда, где я родился, мои дома не вернули, да где правда может быть? Светлый человек, очень порядочный, очень внутренне красивый такой человек, который вызывал к себе уважение. Так, он умел достойно вести разговор. Вот, знаете, я с досадой слышал, вот там тракторист. Нам бы таких трактористов в правительстве и депутатов. Это был очень культурный человек. Очень много читал он, так, очень много читал, очень много знал. Вот. Настоящий патриот, настоящий гражданин. Муса был очень активным депутатом. Муса был большим, великим, можно сказать, патриотом своего народа. Но не его вина была, что у него не хватало образования, не хватало опыта государственной работы. Но все остальное в нем просто бурлило. Вот бурлило, кипело. Хотя здоровьем он не отличался. Он был постоянно на таблетках, был на пилюлях, постоянно в основном. К сожалению, он плоды своей работы не увидел. В отличие от многих депутатов, в отличие от многих лидеров, которые в каждом деле искали свой интерес, Муса Юсупович был человек бескорыстный. Он, я вот хотел бы подчеркнуть, он вот работал, он шил вот ради будущего ингушского народа, вот ради благополучия своего народа, ради того, чтобы народ, который действительно вносил свой выдающийся труд
становления общей нашей страны. Муса Юсупович, будучи депутатом, избирается членом комиссии Совета национальности Верховного Совета СССР и членом комиссии по национальной политике и межнациональным вопросам. Впервые за многие десятилетия Муса Дарсигов поднял проблему ингушей громогласно на весь зал с трибуны Верховного Совета. Уважаемый Михаил Сергеевич, вас люди уважают. Вы должны... Это вопрос... При выступлении обязательно надо говорить, а вы никогда об этом не говорите. Редко говорите. У меня все, я прошу, извините меня, конечно. Но прошу вас, поддержите репрессивный народ, поддержите, чтобы этот вопрос решился. Раз навсегда надо покончить с этим. Когда Деникин шел на Северный Кавказ, единственное место нашли ингуши, не дали ни одного человека уничтожить большевика. И сейчас, если приедете, посмотрите, где Деникин прошел, он оставил след на земле. Там тысячи похоронено нас людей. Вот так на пленарных заседаниях Совета голос Ингушетии звучал изо дня в день. Каждый раз Дарсигов переживал трагедию народа и рассказывал всем депутатам о тяжелом прошлом. Говорил и волновался. В его выступлениях спрессована сила колоссального аргумента. Видна вся прямота и правдивость его души и личности. Я помню, у меня, я не могу звонить сестры, к отцу, к брату от таких тысячи. Они у нас что сделали, я помню, вагоны выгружают, там мертвые были по 100 по человеку. Их кто подходил, расстреливали. Чеченцы, ингуши, 700 человек разогнали, говорят, живыми сожгли. Указание, говорит, бери было. Так где правда? Почему сегодня я должен кланяться, ходить к руководителям, отдай мою землю? Почему это так творится? Это не должно. Зачем мне политический реабилитация? Мне надо, где я родился, отдай мне. Отдайте землю, если она принадлежала, любым отдайте. Пусть на этой земле живет любой национал. Мы найдем, мы дружно будем жить. Но когда еще нечестность есть, понимаете, среди некоторых людей, они стараются как-то обойти, тому угодить. Нет, так не должно быть. Категория людей, обычно интеллигенты, которые, дипломатично, окольными путями, иносказательно какую-то проблему протаскивают. Муса Юсупович говорил в лоб. Многострадальный ингушский народ, его права должны быть восстановлены. Я это вам говорю, я, говорит, тракторист, я вам от земли говорю, я там живу, я знаю. Я не знаю книги, как писать, я знаю, как надо решать вот эти вопросы для того, чтобы народ мог почувствовать, чтобы поверить России. Простым, живым языком, без всякой образности, изяществ, модных политических и юридических терминов, словами человека, созидателя, он выражал истину, способную обезоружить самых искушенных политиков. Каждый раз, стоя за трибуной, Муса Юсупович переживал не только свое нелегкое, ссыльное детство, но и прошлое всего народа. Неоднократно он выступал с трибуны, остро ставил эти вопросы. И не только я, а мы, кто занимался тогда этим вопросом, приходили к убеждению, что то, что он говорит, вопрос, который он ставит, они воспринимаются тем парламентом Союза, который тогда действовал. С более продуманными и серьезными речами все-таки выступал Дарсигов. Надо отдать это должное. И к нему прислушивались. К нему прислушивался Горбачев, Михаил Сергеевич Лукьянов, но и прислушивался съезд, потому что съезд – это действительно была элита всех республик тогдашнего СССР. Очень мне много помогал вот в этот период, когда я всегда считал, что это наиболее такой вот квалифицированный в вопросах местной жизни Муса Юсупович. Он не был приверженцем каких-то там партий, вот этих. Его интересовала судьба народа. Страшно переживал. Страшно, как порядочный человек, очень, кстати, любил он людей. Так, и он все переживал, вот как, что, так вот.
Соратник Дарсигова Бимбулат Богатырев тоже активно участвовал в процессе создания республики. А писатель Идрис Базоркин лично передал обращение ингушского народа на имя генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева с просьбой прочитать его на съезде народных депутатов и передать, что и сделал при первой же возможности Муса Дарсигов. Избиратели, 20 тысяч человек сказали, если у вас будет какая-нибудь возможность вручить это письмо лично Горбачеву, я это вручаю, если не брезгуете. Вот так. Спасибо за внимание. Что он был из народа, его речь была не очень точная, может быть, и не слишком там изящная по интеллигенции. Но он был нормальный, умный, воспитанный, прямо от земли, от сахи, как советский человек. Поэтому он имел право обращаться так к Горбачеву. И Горбачев это правильно понимал. Между ними возраст, небольшая разница в возрасте была. А тогда было время, когда все-таки уже разница в должностях все-таки меньше оценивалась. Это сейчас даже больше значительно разница в должностях. Все ингуши не только слушали выступление Дарсигова, затаив дыхание, видели, как он передал Горбачеву текст обращения. Сегодня можно только попытаться представить, какие чувства владели им в этот волнительный, переворотный момент. О том, что это был первый очень важный шаг в решении ингушской проблемы, в озвучивании требований ингушского народа по восстановлению его автономии, существовавшей до 1934 года, можно судить по содержанию писем и телеграмм, которые в тот период люди десятками посылали на имя Мусы Дарсигова по адресу Москва, Кремль, народному депутату Дарсигову. Благодаря стараниям, самоотверженному труду и неимоверному терпению ингушского народа 30 ноября 1991 года состоялся всенародный референдум. Результаты были предсказуемы. Ингуши изъявили желание остаться в составе Российской Федерации. И после еще одна судьбоносная встреча ингуша-депутата с уже новым президентом Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным. Мы что повели Ельцин, ну, что говорят, сам Бог, да, почти год вчера Совет национальный, хамду, сахам, туда, приятель, вырастил. А цунгер зелундент, но республик дихана, хадияли из ханвитри, из хугюзяцерхуа. Ну, заставить переачок. Цут выдер ялче, сойдихан, бембулат, уже рифлет дячта, да, дальше. Да, Ельцин уже кеачта, на рифлет. Я не знаю, снова, как он мог забыть, но я не забыл. Да, дальше диван тахир. Я диван ахина, диван ахир, что сенс хакштол Ельцин. Цут ае 23 раз, кот стоит аусацу. Цар нахи лапарцында. Так ли, соаш не халиш диона, писту сторик авотар Ельцинс. Харя шиваш гантер. Гантер. Так сон хатхир. Сразу хейш, где улица Кашми. Подхлимай. Так ярцу ушел, но осьян пока приостановить Ингушской республики не создать. Пока Чечня не. А сыно острых камер дагитр. Мамула. Ладин сиец аях. Аз я веня веням тот думерас веням. Соикр. Аз я веням. Борис Николаевич раз. Кабинет видишь раз ваш. И я живым я раз. Судим уч арва гварч раз. Чем цаваха сосек амн хац предать цель я раз. Соуч лего я раз. Сунас камалка мне я раз. Тентар улика. Дохса дяхка. Давага ши гарт вот летать песни столько вот. Это указание дацу хазбулат шахраки. А что на руку залез. Немедленно создать ингушскую республику. Срочно. К Ельцину пробиться было очень нелегко. И он, во-первых, был очень занят. Во-вторых, он действительно и не очень стремился там принимать всех, кто к нему хотел попасть. Вот. А здесь, видимо, это был особый случай, когда он знал, Ельцин, что если идет к нему человек, такой человек, значит, это ему действительно необходимо, и не ему лично, а какой-то важный, значит, у него вопрос. Вот. Я думаю, что именно этим можно только объяснить. Решать надо было судьбу
народа, который свое мнение, свое отношение к России, к ситуации, которая сложилась в этой республике, однозначно высказалось население за то, что мы с Россией. 5 февраля 1992 года уже при избранном президенте Борисе Николаевиче Ельцине в Верховный Совет РСФСР вносит законопроект о преобразовании Чечено-Ингушетии в две республики. Потом снова кропотливая работа депутатского корпуса по разработке многочисленных документов. Вся эта работа, значение которой в свете сегодняшней деятельности, когда ингуши обрели государственность и уже отметили 20-летие создания республики, трудно переоценить, послужила тем фундаментом, на котором впоследствии принимались жизненно важные для судьбы народа решения. Салам алейкум. Не может быть неправого народа. Могут быть неправы руководители и их действия, но только не народ. Какой бы он малый ни был, малый, средний, большой, неважно, народ всегда прав. И то, что принял сейчас решение позавчера Верховный Совет Российской Федерации реабилитировать все репрессивные народы Российской Федерации, я вам об этом официально заявляю. Это значит реабилитирован репрессивный ингушский народ. Если бы в этот период не было серьезных предложений, обоснования по решению проблем, первое, как я говорил, депортация, точнее проблем о реабилитации всех депортированных в те далекие времена. И второй вопрос, если бы не ставилась проблема о разделении республик, то кто знает, что, может быть, и Верховный Совет РСФСР такого решения мог бы не принять. Свидетель, как он тщательно собирал документы для того, чтобы обосновать объективную вот такую потребность, необходимость в создании ингушской автономии, автономной республики в рамках Российской Федерации. Вот. Я помню, как он обсуждал с нами, интересовался. Мы выезжали, значит, наверное, раза 4 вот, в составе комиссии вот, туда. И мы посещали много очень регионов. И в горной местности были, и в равнинах были. Ну, мы старались побывать везде, где есть какие-то особенности, значит, так. Вот, и мы тщательно протоколировали разные позиции, обобщали их, потом сядем, значит, так и обобщаем, что было вот высказано, какие мысли больше всего высказывали на трибунах, с места. Были много, значит, старейшин. Я помню, как вот приезжаем, вот народу много стоит на площади, а первый ряд, значит, так стулья стоят и сидят старейшины. Это надо учиться другим народам, значит, как уважать, значит, вот, пожилых людей. Земля, на которой строятся промышленные комплексы, электростанции, водозаборы, прокладывают автотрассы, где запускают фирменные поезда и строят физкультурные комплексы. Теперь о том, что на юге России живет маленький, но великий народ, знают все. Благодаря нашим спортсменам и политическим деятелям, художникам и писателям, журналистам и педагогам, одаренным студентам и врачам, слава об Ингушетии уже разлетелась по всему миру. Об этом даже не мечтали, в это тихо верили ингуши. Может быть, заснеженные дали холодного севера и похороненные там родные, а может, надежда на светлое будущее и чистое детство своих детей привели наш народ к тому, что есть, к тому, чего так долго добивались наши предки. Мечта, которую хранили в сердцах, цель, к которой стремились все без исключения ингуши. Ингушский народ, хотя и маленький, но это талантливый
народ, который дал очень много талантливых людей, которые отличились и в Великую Отечественную войну. Вот он нам рассказывал, он же поднимал, и это тоже надо отметить, он много нам рассказывал о героях, выходцах ингушского народа, которые еще в первые дни войны сражались в Брестской крепости. То есть он хотел, чтобы это не забывали. Пройдено много и тяжелых моментов становления Республики Ингушетия. А и много было бед, и много было успехов. Я думаю, что впереди гораздо лучшие времена должны быть, по крайней мере, нашим каким-то прогнозам с точки зрения во всей России. Мирная и цветущая, среди гор и на равнине расположилась самая молодая республика России. Еще пару десятков лет назад потомки горцев Ингушетии только мечтали о собственной государственности, о главе, который будет защищать права и строить новую жизнь. Несмотря на все запреты и препятствия, верили и воплощали веру в жизнь, трудились и созидали, понимая, что только этот путь приведет к процветанию. В надеждах и мечтах о таком дне ушли несколько поколений нашего народа. Многие из них остались и в Казахстане навсегда. С момента создания республики были официально достроены и открыты самые разные социальные объекты и памятники. Это детские сады и школы, аэропорт имени Сулымбека Асканова, летний амфитеатр, аллея памяти славным сынам Родины, памятник последнему защитнику Брестской крепости, Уматкерею Барханоеву. Многое из перечисленных чудесным образом или по людской задумке расположено совсем недалеко от того места, где провозгласили долгожданный и выстраданный закон номер 2927-1. Теперь это территория мира, где чтят старших и защищают младших, где возвышается, будто бы стремясь к солнцу, новая столица Ингушетии – Магас.